Международный медиафорум «Диалог культур» в городе Санкт-Петербург Российской Федерации собрал около 350 журналистов, телевизионщиков, фотографов и блогеров. На мероприятии были представлены культура и языки разных народов, в том числе и таджикский. Представители медийной сферы из более чем 15 стран мира делились опытом, мнениями и знаниями. Подробнее о ходе мероприятия в нашем подготовленном материале. 17-й международный медиафорум «Диалог культур» стартовал в Петербурге в Эрмитажном театре, где собралось около 350 журналистов, фотографов и блогеров из Таджикистана, Узбекистана, Индии, Сербии, Греции и других стран. Всего принимали участие представители из 15 государств и продемонстрировали свои творческие работы, документальные фильмы, телепрограммы, проекты для цифровых платформ. В начале участников форума поприветствовал хор консерватории Римского Корсакова. В официальной части мероприятия перед гостями выступил директор Эрмитажа Михаил Петровский, который отметил, что данный форум – это уникальная возможность наладить сотрудничество и дать старт новым проектам. Также в рамках диалога культур выступили студенты-лингвисты из московских вузов. Они не только рассказали, почему стоит изучать таджикский, узбекский, грузинский, кыргызский, казахский, армянский и многие другие языки, но и показали это на своем примере. Ребята, одетые в национальные костюмы, продекламировали стихи и отрывки из книг на разных языках. Среди них из уст студентов факультета востоковедения Московского вуза прозвучал и таджикский язык. Никита Кузин изучает персидскую группу языков. По его словам, после долгого ознакомления с литературой ему больше всего понравился именно таджикский. На протяжении уже 3 лет Никита активно учит новые таджикские слова посредством общения с носителями языка и чтением книг на нем. Мечтает посетить город Душанбе и другие регионы солнечного Таджикистана, чтобы узнать побольше не только о языке, но и о культуре и традициях нашего народа. Меня зовут Кузин Никита, я представляю Московский государственный лингвистический университет, также известный как ИНИАС имени Марии Терезы, и на протяжении 2,5 лет изучаю таджикский язык. Разумеется, образование – это не только язык, это и, разумеется, культура, поэзия. Обожаю кухню, стараюсь регулярно напоминать себе и обогащать свои знания. А также музыка, как классическая, вроде Далера Назарова, так и современная, несравненная с Сафар Мухаммад. В рамках форума состоялся также фестиваль документальных фильмов, телепрограмм и видеопроектов для цифровых площадок под названием «Я здесь живу». В программе были представлены фильмы, программы и цифровые проекты из 14 стран мира, среди которых был и Таджикистан. Нашу страну представил короткометражный фильм «История любви Шаха и Пари» режиссера Сируджидина Гафури. Работа полностью отражала элементы таджикской национальной культуры и соответствовала требованиям конкурса. Также в рамках международного форума молодых журналистов «Диалог культур» в Большом анфиладе главного штаба открылась международная фотовыставка «Я здесь живу». Здесь любителям искусства были представлены 400 лучших произведений молодых евразийских авторов. Картины молодого таджикского фотографа Хусрава Зухурова, отражающие красоту родного Таджикистана, национальные искусства и традиции, также украсили данный уголок выставки. Диалог культур проводится ежегодно вот уже в течение 17 лет медиаконгрессом Содружества журналистов, Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России, Фондом «Русский мир» при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив, Международной академии телевидения и радио, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Участники медиафорума «Диалог культур», молодые журналисты, блогеры, фотографы из разных стран каждый год встречаются, чтобы обсудить современные медиавызовы и поближе познакомиться с разными культурами. После 2 дней работы в Эрмитаже участники форума и студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения поехали в Гатчину, Шлиссельбург, Тосно, Выборг, Великий Новгород, Петрозаводск и Псков для создания репортажа «Один день в России» о северо-западном регионе.